Who blew up Nord Stream? Кто взорвал Северный поток? Вы? I was busy that day. Я был занят в тот день. I did not blow up То есть у Nord вас- Stream. Я не взрывал Северный поток. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. Но у CIA такого алиби нет. Я- Do you have evidence that NATO or the CIA did У it? вас есть свидетельство того, что НАТО или же ЦРУ сделали это? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот это два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial Но terrorism. я не совсем понимаю, это крупнейший акт промышленного терроризма за всю историю. И более того, крупнейший выброс СО2 в атмосферу. Но с учетом того, что у вас есть свидетельства и у ваших спецслужб, почему вы не представите такие свидетельства и не победите в этой войне пропаганды? В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ. И очень многие европейские, конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем, just a moment, мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Yes, but Да, here's a question. но вот вопрос. Вы работали в Германии, об этом хорошо известно. И немцы четко понимают, что их партнеры по НАТО это сделали. И они, конечно, это нанесло удар по экономике ФРГ. Почему же тогда немцы молчат? Вот это приводит меня в замешательство. Почему немцы ничего не говорили по этому вопросу? Ну, меня это тоже удивляет. Меня тоже удивляет. Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада. Иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в Северном потоке-2, который взорвали, в Северном потоке-1, который взорвали. Северный поток-2 повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу. Но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста. Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал-Европа называется. Там тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его. Но Польша с руки клюет у немцев. Из общеевропейских фондов деньги получает. А основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Я не понимаю. Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объемам финансовой помощи Украине – это Германия. Через территорию Украины 2 маршрута газовых проходят. Они взяли один маршрут и закрыли просто. Украинцы, откройте второй маршрут, и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают. Почему немцам не сказать? Слушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста. Пропустите из России газ для нас. Мы втридорого покупаем сжиженный газ в Европе. Это роняет уровень нашей конкурентоспособности экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Ну дайте нам нормально существовать, заработать в нашей экономике. Мы же вам деньги оттуда даем. Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. Вот что здесь, что в голове у них одно и то же. Там, потом, знаете, люди очень некомпетентны. Well, maybe the world is breaking into. Может быть, мир сейчас разделяется на 2 полушария. Одно полушарие с дешевой энергией, другое нет. Я хочу задать вопрос по этому вопросу. Да, сейчас многополярный мир. Вы можете описать альянсы, блоки, кто на чьей стороне, как вы считаете? Послушайте, вы сказали, мир разделяется на 2 полушария.
Голова разделяется на два полушария. Одно отвечает за одну сферу деятельности, другая более креативная там, и так далее. Но это все-таки одна голова. Нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на этот золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех, пока голова разделена на две части, это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить. Well, let's just give one Приведу один пример. Американский доллар объединил весь мир во многом. И как вы считаете, исчезнет ли доллар как резервная валюта? Каким образом санкции изменили место доллара в мире? Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько ни напечатать долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная, сколько там, по-моему, 3% примерно, 3,4 что ли. Вот, приемлемо для США абсолютно. Вот, а печатают-то бесконечно. Конечно, о чем говорит долг. 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира. Вот что у нас происходило? У нас примерно 80% до 2022 года в России, 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и в евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчетах с третьими странами. Значит, а сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара. Мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Я считаю, это полная дурь, понимаете? С точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов, потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире. Теперь у нас расчеты расчеты в юанях были, кстати, 3% примерно. Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях, и примерно столько же, 34% с небольшим в юанях. Зачем Соединенные Штаты это сделали? Я могу только объяснить самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет. А ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить, и делают уже, рассчитываться за продажу нефти в юанях. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете?
Сами себе обрезаете то, что всегда у всех экспертов, вы спросите любого умного и думающего человека, в Штатах, что такое доллар для США? Сами его убиваете. I think that's Я думаю, что это действительно справедливая оценка. Следующий вопрос. Может быть, вы обменяли одну колониальную державу на другую, но более такую щадящую. Но, может быть, БРИКС сегодня в опасности того, что более добрая колониальная держава, Китай, будет там доминировать. Это как хорошо ли для суверенитета? Как вы думаете, вас беспокоит это? Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседей, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница 1000 километров. Это первое. Второе, мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих, внешнеполитическая философия Китая, она не агрессивная. Она всегда ищет, внешнеполитическая мысль Китая, всегда ищет компромисс. И мы это видим. У нас это вот следующий пункт такой, нам все время говорят, и вы сейчас попытаетесь эту страшилку изложить в такой мягкой форме, но тем не менее, это та же самая страшилка. Вот объем сотрудничества с Китаем растет. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем и Российской Федерацией. Спросите у европейцев, они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю. Но на рынок Китая стараются попасть, во что бы то ни стало. Особенно, когда у них сейчас они сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин Такер, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера. И простых линейных решений здесь нет. Так же, как с долларом. Поэтому, прежде чем вводить какие-то нелегитимные санкции, нелегитимные с точки зрения Устава Объединенных Наций, надо как следует подумать. По-моему, с этим проблема у тех, кто принимает решения. So you said a moment ago that Вы минуту назад сказали, что сегодня мир будет намного лучше, если там не будет двух конкурирующих союзов, альянсов, которые друг с другом конкурируют. Но, может быть, сегодняшняя американская администрация, как вы говорите, как вы считаете, настроена против вас. Может быть, следующая администрация в США, правительство после Джо Байдена, захочет наладить с вами связи, и вы с ними захотите наладить связи. Или это не играет роли? Сейчас скажу, но чтобы закончить предыдущий вопрос. У нас 200 миллиардов долларов. Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпинем, что в прошлом году в этом году даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов. По китайской статистике 240 миллиардов долларов, если в долларах все считать, у нас товарооборот с Китаем. И очень важная вещь. Он у нас сбалансированный, этот торговый оборот. И он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный. Вот. Ну а что касается БРИКС в целом, Россия стала председателем БРИКС с этого года, то там страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами. Вот смотрите, дай бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 1992 году, по-моему, доля стран «семерки» в мировой экономике составляла 47%. Так? Это в 1992 году. А в 2022 она упала где-то до, по-моему, 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%. А сейчас она превышает уровень «семерки».
И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал. И это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встает. Помешать невозможно. Надо к этому приспособиться. Как Соединенные Штаты приспосабливаются? С помощью силы. Санкций, давления, бомбардировок, применения вооруженных сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам. И нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень. Извините меня, даже если кто-то хочет уровень доминирования. Такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, они приводят к обратному результату. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидно. Вы меня сейчас спросили, а вот другой руководитель придет и что-то изменит. Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека. У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. И его там, я знаю, в Штатах представляли каким-то там деревенским парнем, который мало чем соображает. Уверяю вас, что это не так. Я считаю, что в отношении России он тоже проводил достаточно, наделал тоже много ошибок. Я вам говорил про 2008 год и решение в Бухаресте об открытии дверей в НАТО Украины там, и так далее. Но это же при нем было. Он же давил там на европейцев. Но в целом у меня с ним были на человеческом уровне очень добрые, хорошие отношения. Он не дурнее любого другого американского или российского или вообще европейского политика, уверяю вас. Он все понимал, что он делает. Так же, как и другие. У меня и с Трампом были такие личные отношения. Дело не в личности лидера. Дело в настроениях элит. Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится, только будет хуже. А если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться. И вот смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, по объему. Они обогнали США уже давно. Потом США, так? А потом Индия, 1,5 миллиарда человек. Потом Япония. На 5-м месте Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Это нормально, с вашей точки зрения? Санкции, ограничения, невозможность расчетов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют. Но надо же подумать, что делать. Вот если вот это осознание придет к правящим элитам, то да, тогда и тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него и избиратели, и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то измениться. Вы описываете две разные системы, говорите, что лидер действует в интересах избирателей, но в то же время какие-то решения правящими классами принимаются. А вы вот страну возглавляете много лет, а как вы думаете, с вашим опытом, кто в Америке принимает решения? Я не знаю. Америка сложная страна, такая очень, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам не просто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах, там, разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство, и каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штатов. Да? Значит, двухступенчатая это выборные системы, там очень сложно в этом разобраться. И, конечно, есть две партии, которые являются доминирующими, республиканцы и демократы, и там
в рамках вот этой партийной системы, центра, принимающие решения, готовящие решения. Потом, смотрите, вот почему в отношении России после развала Советского Союза были, на мой взгляд, такая ошибочная, грубая, совершенно необоснованная, ничем политика проводилась, давление. Ведь это политика давления, расширение НАТО, так, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны. Это же все элементы давления. Давление, давление, давление. Потом затягивание в НАТО Украины. Это же все давление. Почему? Я думаю, в том числе и потому, что были созданы, условно говоря, избыточные производственные мощности. За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров создано, и специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство, надо продолжать долбить Россию, попытаться ее доразвалить, значит, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для борьбы, для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка. В том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостоянии со Советским Союзом. Вот нужно вот от этого избавиться. Должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит. Вот Индонезия, посмотрите, как развивается. 600 миллионов человек. Вот куда от этого деться? Никуда. Надо просто исходить из того, что Индонезия войдет, она уже входит в клуб ведущих экономик мира. Как бы ни было, там, кому-то нравится или не нравится. Да, мы понимаем, отдаем себе отчет в том, что в Соединенных Штатах, несмотря на все проблемы экономические, все-таки в Штатах нормальная ситуация, и рост приличный экономики, 2,5%, по-моему, процента ВВП растет. Значит, но если обеспечить будущее, да, то нужно менять подход к тому, что меняется. Как я уже сказал, мир все равно поменяется. Вне зависимости от того, даже чем закончится событие на Украине. Мир меняется. И нужно это, понимая это, в самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире. Сами ваши эксперты пишут, я их читаю просто. Вопрос только, как это будет происходить. Болезненно, быстро или мягко, постепенно. И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански. Просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и все. И для того, чтобы их оценивать и менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперед, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровне политического руководства. I just have to ask. Должен спросить. Вы четко сказали, что расширение НАТО стало нарушением обещаний и является угрозой вашей стране, но до того, как вы отправили войска на Украину, на конференции по безопасности вице-президент США поддержал стремление президента Украины вступить в НАТО. Вы думаете, что это в том числе спровоцировало военные действия? Мы просто, я еще раз повторяю, мы многократно предлагали искать решение проблемам, которые возникли в Украине после госпереворота 2014 года мирными средствами. Но нас никто не слушал. И больше того, украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что оно не будет исполнять Минских соглашений. Им там ничего не нравится. И продолжала военную активность на этой территории. И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами. Под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров, там по существу начали создавать базы. Вот и все. Но на Украине объявили, что русские являются, закон приняли, нетитульной нацией. И одновременно принимали законы, которые ограничивают права нетитульных наций. На Украине. Украина, получив в подарок от русского народа вот эти все юго-восточные территории, вдруг объявили, что русские на этой территории нетитульная нация. Нормально?
Вот это все в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году вооруженным путем. Do you think Zelensky Вы has думаете, что у Зеленского есть свобода для того, чтобы вести переговоры по регулированию этого конфликта? Я не знаю там детали, мне, конечно, трудно судить, но думаю, что есть. Во всяком случае, было это. У меня уже отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: ну, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. Я не буду говорить, что он ответил. Это отдельная тема, я считаю это некорректным. Но что касается свободы выбора, почему нет? Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил. Он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом. Ну а потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные, очень активные, от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. But do you think at this point, Считаете, что сейчас, вот, в феврале 2024 года, у него есть свобода говорить с вашим правительством и попытаться как-то своей стране помочь, или, может быть, он может вообще сам это сделать? Ну, а почему нет? Он же считает себя главой государства, он победил на выборах. Хотя мы считаем в России, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот. И в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, в этом качестве его признают Соединенные Штаты, вся Европа, да и практически весь остальной мир. А почему нет? Он может. Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде, в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил: мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновения с Россией. И мы, сказал он, согласились с этим предложением. Ну, посмотрите, же опубликовано его заявление. Он сказал это публично. Могут они к этому вернуться или нет? То есть это вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все время, мы слышим: готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступайте в переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально, потому что, как сказал господин Арахами, мы еще 1,5 года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон? А война продолжается. that's a good question. Where do you think he is and why did he do that? Зачем он это сделал? Да хрен его знает, зачем это, я не понимаю. Общая установка была, почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. От самонадеянности.
и от небольшого ума. От, от чистого сердца, но не от большого ума. You've described the connection between Вы Russia and описали связи между Россией и Украиной, описали Россию, что это православная страна. Вы говорили об этом. А что это значит для вас? Вы лидер христианской страны. Как вы сами себя описываете? Какой эффект это имеет на вас? Вы знаете, вот, как я уже сказал, в 988 году князь Владимир сам крестился, по примеру своей бабки, княгини Ольги, а потом крестил свою дружину, а потом постепенно, в течение нескольких лет, крестил и всю Русь. Это был длительный процесс, от язычников к христианам много лет занял. Но в конечном итоге вот это православие, восточное христианство, оно глубоко укоренилось в сознании русского народа. Когда Россия расширялась и впитывала в себя другие народы, и те, которые исповедуют ислам, и буддизм, и иудаизм, Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. В этом ее сила. Это абсолютно однозначно. Вот, да и дело в том, что ведь во всех мировых религиях, о которых сейчас сказала, которые являются традиционными религиями Российской Федерации, России, по сути, основные тезисы, основные ценности, они очень похожи, если не сказать, они одинаковыми являются. Вот. Это все, да, и всегда российские власти всегда очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. И это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности. Потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей родиной. Вот если к вам, допустим, из Латинской Америки люди переселяются, да, или в Европу, еще более ясный и понятный пример, люди приходят, но они же пришли со своей исторической родины к вам, либо в европейские страны. А люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей родиной. У них нет другой родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Как я сказал, это одна большая семья, но у каждого есть своя семья. И это основа нашего общества. И если мы говорим, что родина и семья конкретные между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей, для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Почему в России так развит и так патриотизм? Если позволите, религии отличаются вот в чем. Дело в том, что христианство не насильственная религия. Христос говорит подставить другую щеку, ты не убей и так далее. А каким образом лидер может быть христианином, если приходится убивать кого-то другого? Как можно это примирить в себе? Очень легко. Если речь идет о защите себя и своей семьи, и своей родины. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке, на Донбассе. Вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою родину и наше будущее. Что касается религии в целом, она, знаете, ведь она не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол. Она в сердце. И у нас культура такая человекоориентированная. И Достоевский, который очень известен на Западе, как гений русской культуры, русской литературы, много об этом говорил, о русской душе. Вот все-таки западное общество, оно более прагматичное. Русский человек, российский человек, он думает больше о вечном, думает больше о ценностях, моральных, нравственных.
не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура, она все-таки более прагматична. И это, в принципе, я не говорю, что это плохо. Это дает возможность вот сегодняшнему этому золотому миллиарду добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого. Я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено. И это, конечно, нам нужно... Well, so do you учитывать друг see the друга. supernatural at work? То есть вы считаете, что что-то сверхъестественное тут действует? Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни? Говорите ли вы себе, что тут я вижу действие каких-то сверхчеловеческих сил? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается вот по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. От этого никуда не деться. И это так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись, потом они сходили с международной арены в таком качестве, к которому они привыкли. Мне, наверное, не нужно приводить эти примеры, но начиная с тех же самых ордынских завоевателей, с Чингисхана и потом Золотой Орды, заканчивая Великой Римской империей. В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась, потому что варваров стало больше. Значит, они начали в целом хорошо развиваться. Ну, как мы сейчас говорим, экономически они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан Великой Римской империей, он развалился. Правда, разваливался долго, 500 лет. Этот процесс разложения Великой Римской империи шел 500 лет. В сегодняшней ситуации, разница в сегодняшней ситуации в том, что процессы изменения сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи. So when does the AI empire start, do you think? Ну, когда начнется тогда империя ИИ, искусственного интеллекта? Меня все в более сложные вопросы погружаете. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека, да, человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена. Ну, вот сейчас вот говорят, в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. What do you think of that? Что вы об этом думаете? Ну, я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канализировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, думать должно о том, по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий в генетике, либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому вот тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному тотальному уничтожению. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества, и невозможно прекратить исследования в той или другой области. Эти исследования все равно будут. Но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечество в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать.
I appreciate all the time you've given us. Спасибо вам большое за то время, которое вы нам уделили. Я хочу задать еще один вопрос. Иван Гершковец, ему 32 года, американский журналист, он находится в заключении уже в течение более чем года. Это большая история в США. Я хочу спросить у вас, вы готовы ли бы в качестве жеста доброй воли освободить его для того, чтобы мы отвезли его в США? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. И когда я говорю партнеров, я имею прежде всего в виду представителей специальных служб. Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. И у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы ее решать, но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться. Да? So typically, I mean, this stuff has happened for obviously Ну, centuries. конечно, все происходит в течение веков. Страна ловит шпиона, задерживает его и потом обменивает на кого-то. Конечно, это не мое дело, но отличается эта ситуация тем, что этот человек совершенно точно не шпион. Это просто ребенок. И, может, он, конечно, нарушил ваше законодательство, однако он не шпион и совершенно точно не шпионил. Может быть, он находится все-таки в другой категории. Может быть, несправедливо было бы просить в обмен на него кого-то другого. Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытую секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело. Может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. Поэтому здесь и все доказано. Ведь его взяли с поличным при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Но с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну как, что это такое? Значит, повторю еще раз. But are you suggesting that he was working for the US? Вы говорите, что он работал на американское правительство, на НАТО, или же он просто журналист, который получил информацию, которая не должна была оказаться в его руках? Мне кажется, все-таки есть разница между двумя этими категориями. Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз. Получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересован в получении этой информации. Но это спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определенные наработки там. Есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек? И человек ли это? Ну, нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц.
Вот сделал он это по собственной инициативе или нет, это другой вопрос. Ну, вот он... Yeah, but Evan Gershkovich didn't вот do он that. Да, но Иван Гершкович ничего подобного не делал. Это совершенно другая история. Он делал другое. Он просто журналист. Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Вот. Ну да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Я не исключаю, что и тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России. Но пусть и наши коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. И было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться. Но только надо договариваться. I hope you let him out. Я надеюсь, что вы его выпустите. Спасибо большое, господин президент. Мне тоже хотелось бы, чтобы он уехал. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой, в конце концов. Я говорю искренне совершенно. Но, повторяю, диалог идет. Чем больше мы придаем огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Все должно быть спокойно. I wonder if that's true with the war, though. Но, честно говоря, с войной, вот я не знаю, работает это или нет. Если позволите, я задам еще один вопрос. You don't want to say so. Может быть, вы не хотите отвечать по стратегическим причинам, однако не беспокоитесь ли вы, что происходящее на Украине может привести к чему-то куда более масштабному и куда более страшному? И насколько вы готовы, замотивированы позвонить, например, в Штаты и сказать, давайте договариваться? Так, послушайте, я же сказал, мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня. Но это же очевидно, правда. Я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то. Но мы же понимаем, да, что происходит. Финансовая поддержка, сколько, 72 миллиарда дали. На втором месте Германия находится, другие европейские страны. Десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток идет оружия. Ну, Of course, yeah. Ну, конечно, поэтому скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет, и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Sure, but you already said it. Да, вы об этом уже сказал. Я прекрасно понимаю, конечно, что это не ругательство. И в самом деле сообщалось о том, что Украине не дали подписать мир по указанию бывшего премьер-министра Великобритании, который действовал по указке из Вашингтона. Вот почему я спрашиваю, почему вам напрямую не решать эти вопросы с администрацией Байдена, которая контролирует администрацию Зеленского на Украине? Ну, если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Но пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого. Найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него отказываются. Вот и все. Но они приняли неправильное решение. Теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить. Корректировать их ошибки. Они совершили ее, пусть и исправляют. Мы за. So I just want to make sure I'm not misunderstanding what you're Хочу saying. удостовериться, что я вас правильно понимаю. То есть вы хотите добиться путем переговоров решения того, что происходит сейчас на Украине, правильно? Правильно. Но мы же добились этого. Мы создали
компакт, большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит. Ну, на выдержке из этого договора, не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свою. А потом он же сказал, мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась 1,5 года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс. Но упустили, совершили ошибку. Пусть вернутся к этому. Вот и все. Но почему мы должны суетиться там? И исправлять чьи-то ошибки? Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я вас верну еще поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 91 год, когда, значит, нам обещали НАТО не расширять. Вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернемся к Декларации о независимости об Украине, когда она провозгласила себя нейтральным государством. Вернемся к тому, что базы НАТО, и американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Ну, бессмысленно, правда? Можно вот этот шар катать туда-обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. А ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то? Do you think it's too humiliating at this point? Не считаете ли вы, что было бы слишком унизительно для НАТО сейчас признать за Россией контроль того, что 2 года назад составляло украинскую территорию? Я же сказал, что пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть. Вот до сих пор шумели, кричали, надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, сознание приходит, что это не просто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, и если это осознание пришло, ну, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. Больше того, ну ладно, это уже будет излишне. Would you be willing to say congratulations? Готовы ли бы вы сказать, например, НАТО, поздравляю, вы победили, давайте ситуацию сохраним вот в том виде, в каком она сейчас? Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, который с нами никто не хочет вести. Ну, или, точнее сказать, хотят, но просто не знаю. Я знаю, что хотят. Я не только вижу это, но я знаю, что хотят. Но никак не могут понять, как это сделать. Ну, додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это вот не мы довели, а наши партнеры, оппоненты до этого довели. Ну, хорошо, да, теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот, и это бесконечная мобилизация на Украине, истерика, там, внутренние проблемы. Ну, все это рано или поздно все равно мы договоримся. И вот что, знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу вам необычные примеры. Вот на поле боя происходит боестолкновение. Конкретный пример. Вот сейчас, секундочку, конкретный пример. Украинские солдаты попали в окружение. Это конкретный пример из жизни, боевых действий. Наши солдаты им кричат: шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: русские не сдаются.
и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени какой-то элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе, думают, что вот боевые действия навсегда растащили вот одну часть русского народа от другого. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее разделить. Закончим? Или что-то еще? No, I think that's great. Нет, это все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, господин президент.